Всем здравствуйте! Темой этого видео будет Марс и его озеленение. Но все по порядку. Вообще Марс сам по себе меньше Земли по размерам раза в 3-2, это уж точно. Да и там окружающая среда для человека без специальной подготовки одежды и аппаратов не сможет выжить. Но сейчас я вам расскажу, как эксперты собираются озеленить Марс и сделать его окружающую среду благоприятной для человека. Вообще, кто не знал, на Марсе есть ледники. И, конечно же, вода под грунтом, на поверхности и на темной стороне. Конечно же, сперва они должны полететь и приземлиться на Марс. После разделят палатки у базы, растопят ледники, и вся вода потекет по Марсу, что образуют реки и начнут высаживать растения, которые будут вырабатывать кислород. Но кто-то скажет, как растения будут расти в Марсе в вакууме? А я вам скажу, что когда наша Земля только формировалась, были растения, которые прорастали там, где жизнь была невозможна. Так что жизнь может быть везде, рано или поздно. Объяснять, кто такой Илон Маск, не стоит. Но все же я вам скажу, кто это. Это американский предприниматель, инженер и миллиардер, основатель, совладелец и генеральный директор, главный инженер компании SpaceX. А про SpaceX особо нечего говорить, потому что с названия понятно, что эта компания занимается космосом, а точнее космической техникой. Основан SpaceX в 2002 году, и это третья компания Илона Маска. В 2008 году, в декабре, был сделан контракт с НАСА. А про НАСА не стоит что-то говорить, все знают, что такое НАСА. НАСА совместно с SpaceX сделали много операций и готовы колонизировать Марс. Но сначала, перед отправкой на Марс, нужно же узнать, что там творится, чтобы не рисковать людьми. Поэтому был отправлен марсоходник, и не один. Занимательный факт. Самый первый марсоходник был советским, и назывался он ПРОП. Расшифровывается как прибор оценки проходимости Марса. Но был неудачно посажен. Минутка интересного факта закончена. Марсоходник Perseverance, как его назвали, созданный совместно с SpaceX и NASA, отправили его на Марс. И он отправил первые снимки Марса и собрал первые образцы грунта, и он будет возвращен в 2031 году. Но что думает сам Илон об озеленении Марса? Вот что думает Маск. Я считаю, сам Илон об озеленении Марса. Вот что думает Маск. Я считаю, что для человечества очень важно стать космической цивилизацией, межпланетным видом. Для создания города на Марсе я собираюсь потратить большое количество ресурсов. Я хочу вложить так много, как только возможно, рассказал он. Говоря все это, я всерьез. Я не собираюсь больше использовать свою недвижимость. Люди говорят, что у меня ее много. Но ок, теперь у меня не будет ничего. Вот что думает Илон Маск. Но а что же думают эксперты и общественность? Ну, одни считают, что это безумие. Другие же думают, что это вполне реально. А вот общественность реагирует на это нейтрально. Но вот РГ выяснила, что с каждого пассажира рассматривается $200 тысяч. Ну и эта сумма довольно внушительная для обычного человека, если, конечно, вы не какой-нибудь миллиардер. Да, и то, по-моему, не все выдержат такой нагрузки. А именно полет на Марс. Полет на Марс довольно долгий. И дети до 16
И люди после 50 лет точно уж не смогут выдержать такой нагрузки, или даже помоложе. В окончании я хотел бы сказать, что большинство информации взято с разных форумов, сайтов и так далее. Спасибо вам за уделенное внимание.